Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Вы видите, что тема у меня, с одной стороны, такая несколько философская, вызовы современного образования, а с другой стороны, очень для нас важная. Почему я говорю, что это очень актуальный для нас вопрос, вызовы современного образования? Здесь уже упоминалось о том, что у нас есть ряд документов, которые так или иначе имеют отношение к развитию образования вообще и к развитию образования, в которое включены зеленые навыки в частности. И это национальная стратегия развития страны, где есть раздел по образованию, и это программа, она сейчас называется «Развитие образования до 2040 года», где четко сформулированы те вызовы и требования, которые являются для нас с вами основными. Ну вот я как раз об этом сегодня и попытаюсь немножко сказать. То есть это те рамки, которые заданы для нашей с вами работы. Первый слайд я поставила его просто для того, чтобы мы с вами вспомнили здесь одну простую истину. Все течет и все меняется. Но вопрос, как течет и как меняется. И я поставила сюда цитату Аурелия Пичеи, основателя Римского клуба и автора замечательной, с моей точки зрения, книги «Человеческие качества», который говорит о том, что люди сейчас не успевают адаптировать свою культуру в соответствии с теми изменениями, которые сами же вносят в этот мир. И источник кризиса лежат внутри, а не вне человеческого существа. Ну а раз мы говорим о том, что источник кризиса общественного лежит внутри человека, это значит, что образование – единственный инструмент, который может с этим кризисом как-то работать. Потому что общество – это люди, а какими будут люди – это тот вопрос, на который отвечает система образования. Какие глобальные мировые процессы идут сейчас и, соответственно, так или иначе влияют на систему образования всего мира и Кыргызстана? Ну, понятно, что это давление технологических, финансовых и экологических стандартов. Мы с вами прекрасно знаем, что такое бюджет. Сейчас только нам сказали о том, какое значение наша работа будет иметь для наполнения этого бюджета Кыргызстана. В том числе, кстати, часть этих денег, которые идут при бюджетной поддержке, они будут направлены в систему образования. Некоторые транши, которые были раньше, потому что бюджетная поддержка существует с 2013 года, они направлялись, например, на разработку и издание учебников. Вот. Ускорение изменений в промышленности, экономике, в обществе, особенно это связано с ИКТ, растущая сложность глобальных рынков и систем управления. И тот факт, о котором говорил и министр новый наш образования совсем недавно, и говорят очень активно в глобальном масштабе, что до 70% традиционных профессий в производстве и сфере услуг могут устареть или стать ненужными в связи с внедрением искусственного интеллекта. Это к 2030 году. И получается, что тот ребенок, который пошел сейчас в школу, когда он выйдет из этой школы, он будет жить уже совершенно в ином мире, чем в том, в котором живем мы. И самый главный вызов, с которым мы с вами сталкиваемся, это то, что мы должны готовить детей к тому миру, который мы сами не знаем. Если раньше учителя готовили ребенка жить в мире достаточно понятном для них самих, то теперь все очень резко меняется. И, следовательно, можно следующий слайд. Необходимо попытаться выстроить хотя бы рамки, как глобальные, так и внутренние, внутри которых можно двигаться вместе с детьми. И вот это вместе с детьми я хочу подчеркнуть. Потому что если раньше учитель – это однозначный авторитет, и чаще всего единственный авторитет и единственный источник знаний для многих в прошлое время, то сейчас наши дети все имеют у себя в кармане такой источник знаний, с которым мы с вами сравниться не можем. Следовательно, мы должны стать на какую-то другую позицию и вместе с детьми сформировать новую сферу, что ли, не знаю, как лучше сказать, обучения. И одна из рамок важнейших – это 17 целей устойчивого развития, которые были приняты в сентябре
2015 года Организации Объединенных Наций. И я хочу обратить ваше внимание на один очень важный факт. До этого существовали цели развития тысячелетий с 2000 года, но они были разработаны только для развивающихся стран. Впервые вообще в истории нашего мира сформировалась глобальная программа, которая охватывает все страны без исключения, как те, которые мы называем развитые, так и те, которые мы называем развивающиеся. И наша с вами четвертая цель – качественное образование для всех на протяжении, качественное инклюзивное образование для всех на протяжении всей жизни. Но эта цель, она втягивает, что называется, в себя все остальные. Потому что если мы посмотрим на здоровый образ жизни, это наша с вами ОБЖ, это биология, это история, которая показывает, как жили люди и как изменялась жизнь. Да? Если мы с вами посмотрим, например, на равные права мужчин и женщин, это гендер, это человек и общество, это биология и тоже ряд других предметов, там, ну, я не знаю, экономический рост, без образования экономический рост невозможен. Там борьба с изменением климата, мы сегодня и на протяжении этих дней будем довольно много об этом говорить. То есть все остальные цели так или иначе заходят в систему образования. И для того, чтобы мы могли с этими целями работать, еще в 1986 году так называемая комиссия Делора сформулировала 4 компетентности для 21 века. И комиссия так и называлась «Образование для 21 века. Сокрытое сокровище». И вы видите, что эти компетентности – это учиться знать, что подразумевает, что обучающийся, и я хочу обратить ваше внимание, ежедневно конструирует свое собственное знание. То есть знание не передается. Ребенок может его только сформировать самостоятельно. А наша с вами задача – помочь ребенку это сделать. Учиться делать. То есть мало знать, нужно уметь делать. Учиться жить вместе. Ну, вот на секунду отвлекусь, я просто очень люблю Юсуфа Баласагуни «Благодатное знание». И у него там есть фраза, что учеба нужна, чтобы знанием владел, а знания нужны для свершения дел. 12 век. Учиться жить вместе актуализирует умение отказаться от любой дискриминации. И для нас с вами это очень важный вопрос, потому что зеленые навыки – это в том числе про антидискриминацию. И учиться быть акцентирует умения, необходимые индивиду для развития своего потенциала. Вот в нашем обновленном государственном стандарте изменилась одна из ключевых компетентностей. Раньше она называлась самоорганизация и разрешение проблем. Сейчас она называется самопознание и разрешение проблем. То есть вот мы как бы подходим в том числе и к 4-й компетентности сейчас через наши уже национальные документы. Я думаю, что вы много раз увидите этот плакат или похожие плакаты, это биомовские как раз. Я его сюда поставила, потому что это как раз та наша рамочка, тот наш шаг, который от глобальных 17 целей ведет нас к образованию для устойчивого развития непосредственно. Придется повторить то, с чего я начала, потому что как есть, да, учим тому, что было, у нас репродуктивное образование, быстрое устаревание знания, и отсутствуют целые блоки образования, которые должны позволить работать с имеющимися и будущими проблемами. То есть это вопросы методологии. И у нас в учебниках, в том числе и по естествознанию, методологии нет вообще. Что я имею в виду? Ну, если мы возьмем там учебник физики или химии, ну, в химии там, например, наверняка есть у нас Дмитрий Иванович Менделеев, и там сказано, кто он такой, сказано, что там таблица, да, Менделеева и так далее. А вот как именно Менделеев пришел к своей таблице? Не сон, так сказать, на грани пробуждения, да, когда он ее увидел, а какие шаги были сделаны им, то есть что такое наука, химия, как формируется эта наука. У нас дети чаще всего получают готовый результат. Вот тебе формула, вот тебе определение, вот тебе задача, примени формулу, там получишь вот такой-то, такой-то результат. Подставь данные, но дети не понимают, а зачем эти формулы? Как эти формулы появились? Откуда они взялись? Почему там, допустим, формула бензола, да, она, ну, я не химик, извините, вы точнее скажете, не плоская, да,
объемная. Каким образом вот сам факт того, что Кекули смог ее разложить, если можно так выразиться, да, сделал фактически прорыв в химии, ну и так далее и тому подобное. Дети об этом у нас не знают вообще. И это очень большая проблема, потому что когда ты не знаешь, как именно идти, ты туда не пойдешь. И с наукой поэтому вряд ли ребенок заинтересуется. Но если там дома что-то, да, дополнительные олимпиады какие-то, но ведь нам-то желательно, чтобы все дети хотя бы в какой-то степени понимали те или иные сферы действительности, а они у нас просто-напросто очень часто. Ну, точно так же, как и связь с обычной жизнью, согласитесь. У нас очень мало конкретных примеров, на которых мы можем что-то использовать. Ну, как должно быть, да? Академическое фундаментальное знание должно быть, потому что все, мы сейчас это увидим, невозможно понять. И образование должно стать непрерывным, а не носить дискретный характер. И поэтому профессиональное образование, если школьное образование академическое, фундаментальное, профессиональное образование может идти в нескольких направлениях. Это и формальное, и неформальное, и информальное образование. Вот, и тогда мы получаем профессионала, который опирается на те фундаментальные компетенции, которые получил в школе, и продолжает развиваться дальше. Вот, поэтому это наша задача. Ну вот если посмотреть и подвести как бы некоторые итоги той части презентации, которые у меня были, вот то, что говорят специалисты-футурологи о том, как будет изменяться образование. И вы видите, что около 2025 года, да, университеты для миллиарда, развитие виртуальных тьюторских и менторских сетей, высокая роль игровых сред и дополненной реальности. Где-то это мы уже видим, например, если посмотрим, ну, российские кванториумы, да, у нас тоже вроде бы хотят делать. А около 1935 года это игра и командная работа как доминирующие формы образования и социальной жизни, искусственный интеллект как наставник, живые модели знания. Ну, смерть галактики Гутенберга предрекали давно, то есть отсутствие бумажных книг, да? Обучение в нейронет-группах и новая педагогика. То есть школа в том виде, в каком мы ее с вами знаем, она к 1935 году изменится настолько сильно, что можно говорить, что фактически современная школа, ну, отомрет, не знаю, но трансформируется очень и очень сильно. И не случайно здесь называют именно отмирающие, да, форматы. Вот. Ну и, соответственно, текст обычный, да, он тоже уходит, появляются гипертексты, с которыми мы, к сожалению, не учим практически учеников работать. И сами, наверное, не всегда умеем, да. Вот. Соответственно, авторские учебники тоже станут уже, скорее всего, прошлым, появятся какие-то новые формы. Вот, надеюсь, что у нас есть несколько электронных учебников уже в Кыргызстане в настоящее время, ну и надеемся, что будет все это развиваться. Каково будет соотношение того, что есть сейчас, и того нового, что приносит, скажем, искусственный интеллект, да, например, или даже шире берем ИКТ-технология, это то, что нам с вами предстоит прожить. Потому что предполагать можно многое, как это будет в реальности, мы с вами, в общем-то, увидим. Это были, так сказать, общая система образования. А вот то, что школа. Это мне разрешили использовать презентацию, там не видно, Айсулу Бедельбаева. Я дала на нее сноску, она представитель Всемирного банка. И вот, соответственно, каким образом школа будет трансформироваться. То есть школа как игровое пространство, мы это видели. И учителя, как наставники, учителя и ученики взаимно обучаются. Вот это вот мой маленький проброс к тому, что будет говорить в субботу Владимир Александрович, да, когда будет говорить о семиосфере, об изменении тех принципов организации обучения, которые будут и которые идут уже на самом деле в современной школе. Профессиональные педагоги и профессионалы как педагоги, вот
это, с одной стороны, с моей точки зрения, достаточно спорный момент, а с другой стороны, уже есть так называемый чикагский опыт 60-х годов существует. Есть, например, ну, если брать наш близкий опыт, да, в России «Учитель для России» программа, где не профессиональные учителя, а специалисты, состоявшиеся в других отраслях, получают там в течение года педагогические навыки и идут работать в школу, для того, чтобы принести туда совершенно другой опыт. Потому что мы с вами, как бы не хотели, вряд ли сможем, так сказать, воспитать детей, которые будут заниматься там стартапами и всем остальным прочим. Мы сами этого не делали. А вот те люди, которые этим занимались и которые приходят в школу, они могут принести другой опыт. И соотношение, так сказать, учителя, собственно учителя, и соотношение вот непрофессионалов в школе, получивших педагогическое образование, это уже не будущее, это уже реальность. Соответственно, традиционная школа отходит, школы-технопарки, глобальные классы – это то, что, скорее всего, у нас будет. Собственно, об этом говорил когда-то еще в 50-е годы Иван Ильич, который является одним из революционеров, скажем так, в педагогике. Ну и вот он опередил, так сказать, время свое лет на 50-60. Чтобы не казалось, что это какие-то просто рассуждения каких-то вызовов, вот вам конкретные очень запросы. Это я выбрала из 3 опросов, которые проводились здесь у нас в Кыргызстане среди работодателей, и они должны были ответить на вопрос, какие компетенции они ждут от выпускников. И вот что на первый план, да, обратите внимание, вышла креативность у всех 3 направлений. Владение языками, государственным, русским, иностранным. Обратите внимание, языком компьютера и языком финансов. То есть способность мыслить цифрами, то есть определять стоимость вопроса. Вот вам математика, которая нужна не только для того, чтобы задачки или примеры решать. Это конкретный запрос наших работодателей. Он повторяется во всех 3 опросах. Просто я поставила формулировку 2-го вопроса, которая, мне кажется, просто наиболее выпукла. А в остальном есть у всех. Умение добиваться качественного результата, умение использовать критическое мышление для разрешения проблем, способность работать в коллективе и эффективно представлять себе результаты своего труда и умение создавать инновации. Вот, в принципе, то, что в нынешней системе образования называется 4К. И об этом мы с вами еще будем говорить, потому что оно у нас появляется в стандарте. Ну вот, собственно говоря, если попытаться сформулировать наглядно то, о чем говорилось в предыдущем слайде, вот здесь вот мы видим все эти самые требования, да, к ребенку, взрослому 21 века. Ну и, соответственно, 3-я, так сказать, моя часть – это уже непосредственно переход к нашей системе образования, к тому, что должно измениться в содержании и структуре образования, чтобы мы с вами могли ответить на те вызовы, о которых говорилось выше. Ну, в первую очередь, это переход от накопления информации к работе с ней, соответственно, восприятие мира как открытой системы. И здесь очень велика роль естествознания, поскольку мы говорим о естественно-научной картине мира, которые формируют предметы естественно-научного цикла, переход от традиционных предметов к образовательным областям и включение сюда интегрированных курсов. И естествознание именно такой интегрированный курс, который является одновременно пропедевтикой для физики, химии, биологии и географии. И, кстати, для человека и общества в какой-то мере, когда мы говорим о глобальных проблемах, например, современности. Результаты образования оценивались как формирование компетенций, переход от однородного учебного плана к дифференцированному. То есть сейчас на первый план снова выходит то требование педагогики, которое мы с вами знаем, да, один из основных принципов дидактики – это дифференцированное обучение. Сейчас без него уже никуда. И вот что мне нравится в проекте, по крайней мере, закона нового об образовании, это то, что там вернулись, наконец, к профильной школе. Тем более, если у нас будет школа 12-летка, от которой мы, наверное, уже не уйдем, то 11-12 класс могут, по крайней мере, быть профильными. И я поставила специально и выделила высказывание французского министерства образования, потому что, мне кажется, это тот самый методологический пункт, который важен для нас.
важно не то, сколько именно ребенок накопит информации, важно то, как ребенок будет с этим работать. И вот это вот, извините, проброс к ПИЗе, о которой мы с вами будем, и мои коллеги будут с вами о ней говорить, потому что в 2025 году мы туда идем, и там, как вы знаете, нет заданий, которые направлены просто на как бы собирание, что называется, информации. Там задание на умение с этой информацией работать. И если мы не будем учить этому детей на всех абсолютно предметах, то результат будет у нас такой же, какой был в 2006-2009. Ну и поскольку вопросы, которые меня попросили осветить, они связаны с вызовами, а часть вызовов – это многообразие мира, то я поставила всего 2 слайда, потому что, в принципе, об этом мы будем говорить на протяжении всех 4 дней. Поскольку для того, чтобы мы сформировали образование для устойчивого развития, для того, чтобы было сформировано вообще устойчивое развитие, не должно быть исключенных групп. То есть оно касается всех абсолютно. Это вопросы гендера, это вопросы языка, это вопросы религии, это вопросы культур, это вопросы того, насколько вот это различие, можно следующий слайд, позволит ребенку понять, что несмотря на них мир един. И вот это вот очень важно нам с вами проводить на каждом нашем уроке. Ну и, соответственно, непосредственно о чем будем говорить, Владимир Александрович уже сказал, Альфия Рустамовна будет вам делать целую презентацию по зеленым навыкам, поэтому я поставила сюда этот слайд только как понимание того, что зеленые навыки – это необходимая часть наших с вами компетенций для того, чтобы вот это вот многообразие с одной стороны, а с другой стороны единство мира не распалось. Потому что именно зеленые навыки позволяют, ну, давайте я употреблю слово гигиена, и общественную гигиену, да, и личную гигиену, и экологическую гигиену, скажем так, проводить, если можно так выразиться, потому что без них мы с вами никуда не пойдем. И зеленые навыки являются основой так называемой зеленой экономики, которая является экономикой замкнутого цикла и дает возможность нам сохранить нашу планету, жизнь, разнообразие на ней и так далее. Если мы с вами посмотрим наши стратегические документы, мы с вами увидим, почему так важно для нас, особенно зеленые навыки, потому что вот я прям скопировала, как видите, из документа те основные направления, которые являются для нас ведущими. Это агропромышленный сектор, энергетика, горная добыча, транспорт и коммуникация, туризм. Ну, туризм, индустрия, услуг в меньшей мере, конечно, а все остальное – это то, что оказывает огромное влияние на окружающий нас мир. И либо мы будем этот мир беречь на основе нашего понимания того, как это можно сделать, либо мы этот мир можем на самом деле потерять. И поэтому, собственно говоря, приоритетные темы для наших с вами школьного образования – это безопасность жизнедеятельности, сохранение биоразнообразия, изменение климата, это мультикультурализм и поликультурность, то есть осознание ценности себя как носителя своей культуры и принятие ценностей других культур, многообразие как ресурс развития общества, а не ресурс конфликта. Вот это очень важно. Ну и инклюзия, эксклюзия, да, то есть исключенные группы, гендер, здоровье и так далее и тому подобное. Вот эти темы, они должны быть сквозными для всей системы образования, в первую очередь для естественно-научного блока. Собственно говоря, для нас важно еще один момент, как если мы говорим уже не просто о вызовах как таковых, а мы говорим о вызовах методических в данном случае. Потому что очень часто у нас интегрированные предметы, они являются, как бы это сказать, скорее предметами, которые имеют между собой межпредметные связи, чем интегрированными. Ну, мой близкий пример, да, история. Написано, что курс интегрированный в стандарте, но полгода мы изучаем историю Кыргызстана, полгода всемирную историю. И это называется интеграция. Вот, чтобы такого не было, нам надо понимать, какая у нас цель интеграции. Для предмета естествознания это особенно важно, поскольку он именно интегрированный. Значит, методологические основания – это целостность мира. Вот как раз то, что мы видим, да, научные основания
на стыке делаются очень многие открытия в современном мире, и поэтому у нас дети должны понимать, что есть, допустим, физическая химия, да, что есть биохимия, например, что есть другие направления, которые так или иначе требуют хорошего знания всех предметов естественно-научной области, и именно они обеспечивают прорыв в науке в нашем мире. Но методические основания – это избавление от неэффективных одночасовых предметов, да, с чем мы сталкиваемся как раз на этом познании. Какие компетентности у нас для естественно-научной образовательной области? Это распознавание и постановка научных вопросов, научное объяснение явлений, использование научных доказательств. И это пизовские компетенции. Вот, да, они именно так там формулируются, поскольку мы должны формировать ту естественно-научную грамотность и на том уровне, который требуется для жизни, во-первых, а во-вторых, для того, чтобы были реализованы амбиции, скажем, государства и детей в международных оценочных каких-то проектах. И, собственно говоря, если мы с вами посмотрим, как все это может быть разложено в предмете любом естественно-научной области, да, потому что мы говорим о том, что естественно-научная грамотность, она формируется не кусочками, а она формируется и предметом естествознания, и физикой, химией, биологией, географией совместно, да, то вы видите, что мы говорим, скажем, если посмотреть одну из компетентностей, да, решение проблем, это понимание того, какие существуют типы проблем, как принимаются решения, как анализируется ситуация, в которой оказывается, ну, с одной стороны человек, да, с другой стороны это может быть какая-то ситуация, эксперименты и так далее и тому подобное. Что делать, если что-то пошло не так, каким образом это можно исправить? То, о чем у нас, в принципе, не говорится. Там понимание, да, проблемы, характеристика проблемы, сообщение решения проблемы, где это может реализовываться, те компетенции, которые, или естественно-научная грамотность, да, которые получили дети в школу. Это и своя жизнь, да, это работа и отдых, это общественная жизнь. Все дети должны понимать, что это все так или иначе выйдет на непосредственно их собственную жизнь и жизнь общества, в котором они живут. Ну вот, это то, что делали ваши коллеги. Мне уже кивают знакомо. Да, когда разрабатывали стандарты, это было еще в 8-м, нет, это было в 10-11 годах. Вот, и когда только формировалось понимание того, что такое естественно-научное образование области, что такое естественно-научная грамотность, когда были попытки по-разному структурировать эту естественно-научную образовательную область, вот в том числе и интегрировать предметы, скажем, там для 5, 6, 7 или для 5, 6 классов, да, там шли споры, то вот таким вот образом как раз попытались сформулировать задачи, цели всех предметов этой области для того, чтобы было понятно и было видно, что они едины, что это именно естественно-научная образовательная область. Да, да. Ну, да, что-то это вошло в госстандарт в описании естественно-научной образовательной области, который был принят в 2014 году и осталось в этом. Да. Вот и осталось в стандарте 2022 года. То есть вот это понимание естественно-научной грамотности, мы с вами сейчас будем об этом говорить, в стандарте оно сохранилось. Ну и в заключение, да, какие проблемы мы здесь можем увидеть, если мы будем работать или будем стремиться, по крайней мере, работать так, чтобы формировать единую естественно-научную грамотность. Ну, в первую очередь, да, это противоречие между консервативным характером системы образования и требованиями быстро меняющегося мира. То есть я возвращаюсь к тому, с чего я начинала на самом деле. Противоречие между подготовкой исполнителей и необходимостью подготовки лидеров и людей с креативным мышлением. Мы видели этот запрос, да, но как мы будем готовить, если у нас в классе там 50 человек? Как готовить креативных людей, как готовить лидеров? Какие методики нужны для того, чтобы
попытаться сделать это. В Сингапуре и в том же самом Гонконге, которые занимают первые места в ПИЗе, в классах по 60 человек. Ну, я поэтому и говорю, что каким образом, да, работать для того, чтобы... Каким должен быть учитель, это тоже один вопрос. Я, в принципе, убрала много слайдов, которые сделала, в том числе и по учителю, по повышению квалификации. Ну и противоречие между вновь встающими задачами и опытом работающих педагогов. Это одно из ключевых противоречий. Потому что дети уже, скажем, работают с искусственным интеллектом. Вот я себе тоже там скачала программку недавно, которую Джапаров, как вы помните, выступая на саммите СНГ, сказал, что часть его доклада написал ему искусственный интеллект. Вот я тоже хочу попробовать. Правда, не доклад, а, скажем, часть лекции, да, генерировать. Это будет интересно. Но пока для нас это, в общем-то, абсолютно ново. И разрыв между запросами потребителей образовательных услуг и возможностью эти запросы удовлетворить в рамках имеющихся институтов системы образования. А это, я возвращаюсь к тому, что говорила об изменении самой школы. Потому что пока школа существует как застывший институт, который возник еще в эпоху общества, да, вот фабрики и школы, они сформировались в одно и то же время. Вот. Мы шаги новые будем делать с очень-очень большой трудностью. Как переформатировать школу? Каким образом? Что сохранить? Что убрать? Это вопрос, на который надо отвечать в ближайшее время, если мы хотим, так сказать, не опоздать в современный мир. Вот. Спасибо большое.